Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. 1941 год. Объявляют по радио, что началась Великая Отечественная война. Ну а мы были в то время еще, как началась война, 15 лет нам было. Что мы понимали тогда это, деревенские мальчишки? Ну, сожалели, конечно, об этом все. Иван Федорович, что вы почувствовали, когда узнали об этом? Мы просто знали, что война и все, война. А как, чего? Когда вот сами попали туда, на эту войну, и понюхали, чем она пахнет, вот тут туда уже все сразу стало ясно. Не могли бы вы рассказать о вашем военном пути? Приезжают, значит, комиссии, забирают мужиков всех на фронт, на войну. Нас, мальчишек, 15-летних, вот, на курсы посылают. Я пришел в 7 класс как раз, и нас из 7 класса, мужичков вот таких вот, пацанов, девочек, кого на тракториста учиться, меня на комбайнера учиться. 2 месяца, а уже время начать убирать хлеб, а вот 2 месяца нас поучили, и комбайн. Вот я 2 месяца отработал на комбайне, то есть 2 года в Уфе нас потренировали зиму в 43-м. В 44-м мае месяца 15-го подогнали эшелон, вокзал, нас туда, грузят на эшелон и на войну. Собирали вот эшелон за эшелоном, подходит, выгружает, подходит, выгружает. Собрали нас в полки и быстренько направление на Украине, этот город Харьков, туда, под Харьков. Немножко мы не добежали, нас встречают. Харьков взяли наши войска, вот нам сейчас поворачивать вот так вот направо и через Белоруссию, туда, где в Белоруссии мы нужны. А Белоруссию взял Рокоссовский, маршал Советского Союза. Белоруссию одним махом, вот как вот так вот, оп, со стола. И вот немцев там нет. Ну а мы-то подошли как раз, вот, подошли под этот, нам сказали вот поворачиваться сюда. Мы повернули, значит, пошли, болото. Ой, поплавали, сколько лошадей там погибло, сколько и люди. Потом назад нашли, значит, местного жителя, мужика. Он давай нас обратно выводить. Потом повернул на восток. Болото, вывел на чистое место. И чистым местом нас провел до Балтики. В Белоруссию мы не проходили. Немножко поплавали и вернулись. И вот нас тут в бою как раз Шауляй город. Большой город. Узловая станция с 4 сторон. Мы попробовали нас своим полком, наш полк нет. Сзади нас шла бригада. Свои танки были, свои пушки были. И вот они, значит, пошли, заменили нас.
нас подвинули под Коршунай, город. Вот. А там недалеко уже еще немножко и вот этот вот самый Кенигсберг, крепость. Вот. Сейчас там город Калининград, а тогда он был Кенигсберг. Ой, сколько там людей погибло. Все-таки взяли этот Кенигсберг, взяли, но взяли без меня. Побились, я был бронебойщик, у меня это противотанковое ружье. А они, значит, 2 танка подошли к нам. Вот, бабах, и меня, значит, ранило сюда вот. Ну, помощник мой, он уже был на фронте, убежал в этот укрытие, я махнул ему, он пришел, давай мне перевязать, сидим. А они на 2 танка подъехали, пацаны, 16-летние. У немцев так, пацаны воевали. И вот эти пацаны нас люки открыли, сели, значит, с края ноги опустили на броню. И Рус Иван, а он сидит, мне мотает руку вот тут. Вот. Потом махнул вот так вот им рукой. Пацаны поняли. Сразу нырь. Туда все башу закрыли. Как они стояли, не разворачивались, значит, заднюю скорость включают. И тихонько. И ушли задом. Вот эти пацаны. А стрельнул все-таки, 3 раза стрельнул. Ну что, в госпиталь. 7 месяцев в госпитале. Выписывают. Ну куда? В Грузию, на Кавказ. В Сантрели. Ну и туда, значит, нас выгружают и маршем. Вот такая моя была служба. И до 50-го года я служил. Рядовой состав демобилизовали их в мае месяце 45-го. А мне пришлось служить до 50-го года моим товарищам. Звания у нас сержанты были, вот, на боевых машинах, и вот мы служили. Иван Федорович, у вас на пиджаке много разных медалей. Не могли бы вы рассказать о них? Вот это орден. А эти вот они, 2 боевые медали. Эти огоньком опаленные были. В 50-м году осенью я пришел домой. Вот эти 77 годков я отдал Родине. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.